كيف ما أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Дорогие братья, сегодня наше общество находится в таком положении, когда каждый человек нуждается в том, чтобы его призывали, чтобы ему делали амрун биль ма'руф ва нахи аниль мункар, чтобы его призывали совершить хорошее, одобряемое, и предостерегали от совершения запретного. И очень много появилось людей, которые призывают нас к плохому, и не только людей, есть очень много средств, посредством которых людей призывают к разврату, к распитию спиртных напитков и другим плохим вещам. Поэтому необходимо для каждого мусульманина, для каждого человека, который обладает хотя бы немного знаниями, призывать людей к хорошему. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, чтобы люди стали хорошими, а во-вторых, чтобы мы сами выполнили веление Всевышнего Аллаха, амру Всевышнего Аллаха, чтобы мы сами присоединились, то есть были вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в судный день, делая ту миссию, выполняя ту миссию, с которой пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это призывать людей на путь Всевышнего Аллаха. Поэтому каждый человек, каждый мусульманин обязан призывать на путь Всевышнего Аллаха тех, кого он может призывать. У каждого человека есть знакомые, есть родственники, есть друзья, есть коллеги, и среди этих людей, как минимум, он должен делать да'ват. И почему должен? Вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, во многих хадисах рассказывает нам о достоинстве да'ват, о том, какое хорошее дело призывать людей к хорошему. Есть очень много хадисов, в которых рассказывается о достоинстве. Вот представьте себе сегодня вот самая дорогая машина, которую мы можем себе представить. Вот, допустим, у нас в Дагестане в моде сегодня находятся какие машины? Вот джип, да? Toyota Land Cruiser 200 или там Mercedes 221. Вот дорогая машина, правильно же? Если любому человеку из вас эту машину подарить, как человек сильно обрадуется. И вот по сравнению с этим Мерседесом или с этим джипом, во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, такую же ценность, такую же значимость имели красные верблюды. Самые дорогие верблюды, самый дорогой транспорт. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит: «Фаваллахи», посланник Аллаха, клянется Всевышним Аллахом, «Фаваллахи, ли ан яхди Аллаху бика раджулян хайрун ляка, мин ан якуна ляка хумрун на'ам». Клянусь Всевышним Аллахом, чтобы Аллах посредством тебя направил на правильный путь хоть одного человека, лучше для тебя, чем красные верблюды. Вот сегодня чем подарить, например, многим людям вот эти Мерседесы 221 или там другие дорогие машины, или самому эти машины иметь, для тебя лучше, чтобы ты хотя бы одного человека направил на правильный путь, хотя бы одного человека направил на истинный путь, на путь Всевышнего Аллаха. В другом хадисе посланник Аллаха говорит, вот такой же хадис, что направить человека на правильный путь лучше для тебя, чем весь этот мир и все, что в этом мире находится. Человек всю жизнь трудится для того, чтобы заработать
на землю, купить себе землю, построить там домик и жить в этом домике. И какой бы богатый человек не был, какой бы состоятельный человек не был, он не может все богатства собрать. Он не может все богатства мира себе взять. И даже если представить, что человек все это богатство себе забрал, все равно он с этим богатством он долго не проживет. Он когда-то умрет. Но если человек наставит одного человека на правильный путь, то для него это лучше, чем весь этот мир и все, что в этом мире находится, все эти богатства, золото, серебро, бриллианты, чем все это лучше для человека направить одного человека на истинный путь. И вот то, что он получит за это, у него останется навечно. В судный день у него его не заберут. А то, что он умрет, это не исчезнет. Это останется вместе с ним, и в судный день в раю он это найдет. Поэтому каждый человек должен стараться призывать людей на правильный путь. Делать амрун биль ма'руф ва нахью аниль мункар. Всевышний Аллах, вот представьте себе, сколько усилий человек тратит для того, чтобы заработать в этом мире богатство. Он начинает с мелкой торговли начинает, там, с какой-то маленькой трудной работы начинает и долго трудится, работает для того, чтобы заработать себе какой-то капитал, какое-то богатство. Но Всевышний Аллах каждому человеку, каждому из нас дал возможность, приложив меньше усилий, заработать больше, чем все, что находится в этом мире. И тем не менее, конечно, многие из нас к этому моменту относятся беспечно. К приобретению вечных благ относятся беспечно. Почему? Потому что вот сколько мы видим людей, которые нуждаются в наставлении сегодня. Каждый человек, который совершает грех, он нуждается в наставлении. Чтобы мы сделали ему насихат, чтобы мы сказали, что делать можно, что делать нельзя, чтобы научили мы, чтобы мы разъяснили. И поэтому, если мы сегодня проходим мимо какого-либо человека, который совершает грех, мы проходим мимо и на него внимания не обращаем. Например, мы видим человека, который находится в неверии, в куфре, который вообще не знает, что такое ислам, и мы спокойно мимо проходим, ничего не говорим. Или мы находим человека, которого с исламом связывает только имя, которое ему родители дали. Ахмад Мухаммад зовут, но об исламе он абсолютно ничего не знает. Просто считает себя мусульманином. И этого человека, если мы не учим, мимо проходим, это получается что? Это получается мы оставили те блага, которые нам Всевышний Аллах дает, мы это оставили. И даже если нам за это не было бы ничего абсолютно обещано, если мы видим человека, который идет прыгать в огонь, даже если нам за это ничего не давали бы, мы бы этого человека остановили. Мы бы задержали этого человека, не дали ему попасть в огонь. Но когда нам Всевышний Аллах обещает столько вознаграждений, столько блага в ахирате, и мы видим, как человек попадает в огонь миллион раз хуже, чем мирской огонь, в ад на том свете, мы этого человека не удерживаем. И если мы истинные мусульмане, особенности те, кто стремится к знаниям, изучает ильму, это для этих людей является обязательным делать дават, призывать людей на правильный путь. И говоря о тех наградах, которые получает человек, призывающий людей на истинный путь, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хадисы, которые передает Абу Хурайра, радийаллаху анху, который передает имам Муслим, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман да'a иля худан, кана лаху миналь аджри митла уджури ман таби'аху». Если человек призывает кого-то на правильный путь, то он получает награду, такую же награду, как получают все, кто за ним последовал. Если, например, сегодня один человек пришел к вам и призвал вас на правильный путь, и вы последовали за этим человеком, стали выполнять
То, к чему он призывает, и за это вы получаете награду, вся эта награда идет этому человеку тоже. Посмотрите, сегодня, когда вот кто-то организует так называемую пирамиду, ему нужно найти там несколько человек, он записывает их под себя, те находят еще кого-то, так пирамида получается, и тот, кто выше, тот, кто наверху, он получает за это больше всего денег. Вот такая же пирамида здесь тоже может быть. Если я, например, 10 человек призвал на правильный путь, они получают награду за это, эта же награда идет мне тоже. И если каждый из этих 10 человек призвал на истинный путь еще 10 человек, то сколько получается ты получаешь наград? 100 наград получаешь. Если 100 человек призовут, все больше и больше и больше и больше получаешь наград на том свете, и это может стать причиной для того, чтобы ты не попал в ад, попал в рай и находился рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Но если человек призывает к заблуждению, если человек призывает к совершению плохого поступка, к совершению греха, то он также получает грех за то, что он призвал их, и все грехи, которые получили эти люди, которые последовали за ним, это тоже идет ему. И имам Навави, рахимахуллах, толкуя этот хадис, он говорит, что вот это вот призыв совершать хорошее, призывать к хорошему, это проявляется в чем? Когда ты человека обучаешь ильму, учишь кому-то, ты учишь человека делать ибадат, ты учишь человека соблюдать адаб, это все относится к этому давату, за который ты получаешь столько всего наград, как в пирамиде. Если бы любой человек из нас хотя бы маленькую долю из всего, что обещал Всевышний Аллах, получал бы в этом мире, на этой земле, каждый из нас столько усилий потратил бы для того, чтобы это заработать. Если бы нам было бы сказано, что если ты наставишь на правильный путь 10 человек, мы тебе дадим $1 миллиард. Каждый человек побежал бы призывать людей на истинный путь. Каждый человек. Но когда Всевышний Аллах обещает еще больше, много раз больше, но говорит, что я это вам дам на том свете, мы этого не делаем. Это что означает? Это значит, что у нас иман слабый. И нам нужно работать над тем, чтобы наш иман был сильный, чтобы иман был крепкий, и призывать людей на правильный путь. Конечно, всего лишь желание призывать кого-то на правильный путь тоже недостаточно. Для того, чтобы призывать человека на правильный путь, делать амрун биль ма'руф ва нахью аниль мункар, необходимо, чтобы человек обладал какими-то качествами, определенными качествами. Если человек, не соответствующий этим условиям, у которого нет этих качеств, будет призывать, он может нанести еще больше вреда. Не то, что призвать человека и получить за это награду. Он может этого человека ввести в заблуждение, получить за это грех и грех всех людей, которые за ним последовали. Поэтому для того, чтобы человек получал эти все награды, чтобы человеком был доволен Всевышний Аллах, он должен соответствовать 4 условиям, 4 основным условиям. И если человек этим условиям не соответствует, то может с ним случиться такое же, как вот есть одна известная история, которая рассказывает, вот был известный персидский поэт, мыслитель Джалалуддин Руми. Вот он рассказывает, что был, говорит, такой муаддин, у которого был очень противный голос. И настолько люди не любили его слушать, что они решили вот собрать деньги, дать ему этих денег и сказать: иди с таким красивым голосом, ты только в Мекке должен выступать. Ты только в Мекке азан должен читать, иди, вот тебе деньги, иди отправляйся в Мекку, там читай азан. Он тоже поверил и отправился. И не дойдя до Мекки, то есть по дороге, они ночью остановились в одном районе, где жили христиане. И вот наступило время ночного намаза, этот человек встал и начал азан читать. Своим этим противным голосом начал азан читать. На следующее утро один человек радостный такой прибегает из этого христианского села с подарками и дарит этому человеку, этому муаддину. Он удивленно не понимает, за что ему подарки. И он рассказывает: оказывается, у этого человека, который сюда прибежал, с этого христианского села, у него была дочь.
которая хотела принять ислам. Но этот человек никак не мог ее переубедить, никак не мог ее уговорить, чтобы она не принимала ислам. Она хотела принять ислам. Но однажды ночью она услышала азан этого муаддина с этим противным голосом. И поинтересовалась, что это такое. Ей рассказали, что вот так мусульмане призывают людей на молитву. И из-за того, что у него голос был настолько противный, она передумала принимать ислам и не приняла ислам. Из-за этого, обрадовавшись, ее отец принес подарок этому муаддину. Вот чтобы мы не были похожи на этого муаддина, который, желая сделать хорошее, делает зло, делает плохо, поступает плохо, мы должны соответствовать обязательным условиям для того, кто призывает человека на правильный путь. Первое условие какое? Первое качество, которое обязательно должно быть в человеке. Если человек призывает другого человека к чему-то хорошему, он сам должен обладать знаниями в этой вещи. Если я, например, говорю человеку, ты иди совершать пятничный намаз в мечети, я сам должен знать все, что необходимо, все, что связано с пятничным намазом. Если я ему говорю, если я знаю только то, что пятничный намаз совершить обязательно, и я ему говорю, иди соверши пятничный намаз, это обязательно, он не пойдет. Из 10 один человек может пойти. Поэтому я что должен делать? Для того, чтобы вот мой призыв, чтобы он был понятен, чтобы его принимали, я должен обладать знаниями. Я должен знать, почему Рузман пятничный намаз является обязательным. Какие аяты есть, какие хадисы есть, что говорят об этом алимы. И я все это рассказываю этому человеку. Это убеждает того человека, и он отправляется в мечеть совершать пятничный намаз. Если бы ему просто сказал бы, иди соверши пятничный намаз, это обязательно, он бы не пошел. А если я ему докажу это, если я ему аргументированно покажу, что это является обязательным, вот тогда он поймет. Поэтому очень часто бывает так, что когда вот подходят к знающему человеку, говорят, вот у меня есть такой-то знакомый, который хочет, например, принять ислам, или же который хочет совершать намаз. Или у меня есть такой знакомый, я хочу его призвать в ислам. Он христианин, я хочу, чтобы он принял ислам. Зачем с этим вопросом приходить к знающему человеку, если ты сам обязан знать, как призвать этого человека в ислам? Есть очень много материалов, очень много книг, очень много аудио, видео, продукции, которую человек может посмотреть, прочитать, получить необходимые знания для того, чтобы призвать человека в ислам, или же призвать человека перейти на правильный путь, уйдя от заблуждения. Но он этого не делает, он приводит его, он ищет для себя легкий способ, приводит его к знающему человеку и хочет, чтобы тот призвал его. А пока этот человек придет к знающему человеку, пока он согласится к нему прийти, это все, на это уходит время, и в большинстве случаев этот человек и не соглашается прийти к знающему человеку. Он говорит, ты расскажи, но ты не можешь рассказать, ты хочешь его привести к знающему человеку, и в итоге он остается в своем заблуждении или же остается в неверии. Поэтому необходимо человеку знание. Знание – это фундамент, на котором строится наша религия. Человек, который не обладает знаниями, он подобен слепому человеку. Вот тебе нужно куда-то пройти, ты знаешь дорогу, у тебя есть знание. Если у тебя знания нету, значит ты подобен слепому человеку. Ты не сможешь другим людям показать этот правильный путь и привести туда, куда нужно. Тому, кто призывает людей на правильный путь, ему просто иметь знания тоже не хватает. Он должен знать место и время, как их использовать, какие именно знания раскрывать, что именно рассказывать. То есть он должен уметь правильно воспользоваться этими знаниями. Если человек говорит не к месту и не вовремя что-либо, этот человек может нанести вред. Если, например, я сегодня перед вами, допустим, вы первый раз слышите, что такое ислам. Я сегодня перед вами
выхожу и рассказываю уроки по терминологии хадиса. Или там углубленно рассказываю про акиду. Это значит, что вы это все не поймете, и это вас просто отдалит от того, что я рассказываю, от того, к чему я призываю. Поэтому человек должен посмотреть на то общество, на ту аудиторию, с которым он разговаривает. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит: «Хаддиту наса бима я'рифун, атухиббуна ан юкадзаба Аллаху ва расулюху». То есть вы говорите с людьми о том, что они могут понять, о том, что их разум может воспринять. Если вы же не хотите, чтобы они не признали, чтобы они оболгали Всевышнего Аллаха и посланника Аллаха. Если ты говоришь человеку, рассказываешь, делаешь да'ават и говоришь ему то, что он не понимает, например, человек только принял ислам, он учится совершать намаз, ты пришел ему про караматы рассказываешь, про то, как один там куда-то летает и так далее. Этого человека оттолкнет от тебя. Ты должен посмотреть, что за человек перед тобой стоит, что он сможет понять. Вот такая мудрость должна быть у человека, у того, кто обладает знанием. Поэтому же Всевышний Аллах, обращаясь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, чтобы как призывали? «Биль-хикмати валь-мав'идати л-хасан». С мудростью и добрым увещеванием. Мудрость должна быть. И эта мудрость нужна для того, чтобы знать, кому что сказать, какой аудитории что рассказать и как призывать. Например, рассказывают, что был один человек, пастух, это во времена наших предков, был пастух, который вообще намаз не совершал. И в этом селе было много алимов, вообще в этом районе было много алимов. И кто бы ни подходил к этому пастуху, он не хотел намаз совершать. Он говорит: я не буду совершать, у меня времени нету намаз совершать. Я это нужно там за атарой смотреть, нет у меня времени за намазы совершать. Теперь один мудрый алим подошел к нему и говорит: вот перед тем, как ты утром выйдешь со своей атарой туда в горы, у тебя же будет время, там 5-10 минут, чтобы совершить намаз. Он говорит: будет. Он говорит: соверши этот намаз. Он говорит: хорошо, буду совершать. Потом говорит: когда ты вернешься домой, загонишь атару в свое место, у тебя же вечером, у тебя же будет время совершить там вечерний намаз. Он говорит: будет. Это тоже будет совершать. Теперь говорит: перед сном, вот ты ложишься спать, перед сном ты сможешь еще один намаз совершить? Он говорит: смогу. Он говорит: хорошо, вот ты намаз совершать, тебе этого хватит. Теперь остальные алимы, которые не могли его никак уговорить, смеются, говорят: как это ты вместо 5 намазов ему сказал, чтобы он 3 только совершал? Вот так смеются над ним. Тогда этот мудрый алим, он говорит: вот я один заставил этого человека совершать 3 намаза, а вот вы 40 человек, вы остальные 2 тоже заставьте вы, а я 1-3 заставил. То есть он вот таким образом, дав ему возможность совершить 3 намаза из 5, которых он вообще не собирался ничего совершать. Он 3 намаза начал совершать, и постепенно, когда он понемногу, постоянно что-то хорошее делает, это его приводит к тому, чтобы он больше и больше совершал. Вот когда вот с такого холма пустить, катиться вниз вот такой снежный комок, пока она дойдет вниз, она вот такая огромная станет, потому что прилипает к ней. Вот так же, когда человек что-то маленькое постоянно совершает из ибадата, оно увеличивается, он совершает все больше и больше. Вот таким образом, каждый человек, который призывает, должен к этому относиться с умом, с мудростью. И, конечно, у арабов есть такая пословица: «Лисануль хали афсаху мин лисаниль макаль». То есть состояние человека, оно более красноречиво говорит, призывает, чем его слова. Если, например, человек с сигаретой в руках сидит и говорит: курить нельзя, вы не курите, это принесет пользу этим людям? Нет, не принесет. Они скажут: а почему ты сам куришь?
Если ты куришь, значит нам тоже можно и будут курить. Но если человек сигарету не курит и находится среди людей, которые сигарету курят, и каждый раз говорит, сигарету курить нельзя, за это будет грех, это вредно, это тебя убьет, и в последующие разы уже, как только этот человек будет к ним подходить, они будут прятать сигарету, они будут убирать его. Поэтому человеку необходим благой нрав, характер, хулюк. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит в хадисе: «Инна мин ахаббикум илайя ва акрабикум минни маджлисан яум аль-киямати ахсанукум ахляка». Поистине самый любимый из вас для меня и самый близкий ко мне в судный день – это человек, у которого хороший, прекрасный нрав, характер. Своим прекрасным нравом, своим прекрасным характером человек может призвать даже без слов больше людей, чем человек с мерзким характером, но красиво говорящий. Чем тот, кто говорит хорошо, но характер у него нехороший. Или же он не следует тому, что сам говорит. Этого человека, если даже у него будут какие-то последователи, рано или поздно они его покинут, они от него уйдут. А вот тот человек, который своим характером, своим нравом призывает людей на правильный путь, даже без слов у него будут последователи больше. Вот вообще, когда ислам распространялся в мире, во многих местах ислам распространился просто из-за того, что там присутствовали мусульмане. Вот Индонезия, вы знаете, это на сегодняшний день это страна, в которой больше всего мусульман в мире. Самая густонаселенная мусульманская страна. И индонезийцы приняли ислам, там не было никакого газавата. Туда с газаватом, джихадом люди не ходили, асхабы не ходили. Просто туда ходили люди, мусульмане, с хорошим нравом, они ходили торговать. Они торговали своей честностью, своей порядочностью, своим хорошим нравом. Они показывали пример этим людям, и те в них влюблялись, принимали ислам. Вот таким образом, хороший нрав человека, он влияет на людей больше, чем его слова. Даже в давние времена человек, ученые, они говорили, то есть была такая пословица: для того, чтобы стихотворение было совершенным, является условием, чтобы поэт был арабом. То есть для того, чтобы стихотворение, написанное на арабском языке, чтобы оно было совершенным, полноценным, является условием, чтобы человек, поэт, был арабом. А вот для того, чтобы призвать человека на путь Всевышнего Аллаха, человек должен быть кем? Суфием. Вот так говорили алимы. Почему? Потому что именно тасауф, именно суфии, у них большое внимание уделяется адабу, большое внимание уделяется хорошим качествам, хорошему нраву. И этот хороший нрав, посредством этого хорошего нрава и адаба, ахлю тасауф, они призывали людей к исламу. Да, им даже говорить ничего не приходилось. Люди просто их видели, в них влюблялись, хотели находиться рядом с ними, принимали ислам, и вокруг них образовалась постоянно большая группа людей. Бывали случаи, когда вот даже самые злейшие враги, которые не любят ислам, которые воюют против ислама, даже они, когда они сталкивались с хорошим нравом, они осознавали свою неправоту, они принимали ислам. Вот, знаете, была империя Золотая Орда, были правители у них, были монголы-татары. Вот у них были такие великие правители, которые завоевывали огромные территории, которые были грозными правителями. И даже они, когда приняли ислам, они приняли ислам из-за того, что они познакомились с суфиями. Правители приходили, садились на колени перед суфиями, целовали ноги шейхов, и вот такими покорными они бывали перед, вот такие грозные правители, такими покорными становились перед шейхами.
И также каждый человек должен знать, что когда ты кого-то призываешь на правильный путь, тебя ни в коем случае нельзя грубить. Ты должен ему это сказать так, как ты хотел бы, чтобы тебе сказали. Если, например, ты видишь, что человек в магазине покупает сигареты, если ты подойдешь к нему, по рукам дашь и поругаешь его, вот на его месте что бы ты сделал? Ты бы начал бы драться, ты начал бы сопротивляться, взял эту пачку сигарет, поставил бы в карман и подрался бы с ним. Но если бы ты к нему подошел бы красиво, мягко, сказал бы: дорогой мой брат, вот то, что ты сейчас купил, это очень вредно для здоровья, это запретил нам Всевышний Аллах и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И если ты мусульманин, если ты любишь посланника Аллаха, если ты любишь Всевышнего Аллаха, ты это не покупай, ты это оставь. Вот тогда он бы к тебе прислушался. Поэтому у человека должна быть мягкость. Вот мы знаем, какой был наш посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был самым лучшим человеком, самым красноречивым, больше всех знал. И при всем этом Всевышний Аллах, обращаясь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Если бы ты был бы грубым, черствым, у тебя было бы черствое сердце, если ты был бы грубым, они бы от тебя отошли бы все, они бы разбежались, они бы покинули тебя. Даже посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, при том, что он был самым красноречивым, самым знающим, самым лучшим человеком. Неужели, если мы будем кому-то грубить, с кем-то разговаривать грубо, это его исправит? Это его ни в коем случае не исправит. Мы можем грубо сказать, например, своему сыну маленькому. Если, например, он намаз пропустил, мы можем его поругать, избить. Но других людей, когда мы призываем, мы должны быть мягкими и говорить, призывать их так, как хотели бы, чтобы нас призывали. То есть выбрать максимально самый эффективный способ для того, чтобы этот человек оставил плохое и пришел к хорошему. Однажды, вот рассказывает ученый, историк Кутайба, рахимахуллах, рассказывает в книге «Уюн аль-Ахбар». Он говорит, что некий человек зашел к правителю Харуну Рашиду и попросил слово: можно мне сказать одно слово? Можно мне кое-что сказать? Харун Рашид позволил ему. И тот начал грубо, с повышением голоса, начал на него кричать, ругать его: ты так-то, так-то совершил, ты такой зулму совершил, ты такой, ты сякой, начал его ругать. Тогда Харун Рашид, он разозлился, у него лицо стало красным и говорит: человек, поистине Всевышний Аллах отправил лучшего, чем ты, к худшему, чем я. Но и даже тогда повелел ему, чтобы он разговаривал с ним мягко. Кого он имеет в виду? Он имеет в виду пророка Муса, алейхиссалям, которого отправил к фараону. Пророк Муса, алейхиссалям, был лучше этого человека, который ругал Харуна Рашида. И фараон был хуже этого Харуна Рашида. Это однозначно. И даже в этом случае Всевышний Аллах сказал в Коране: бисмилляхи рахмани рахим, факуля лаху каулян лайина лааллаху ятазаккару ау яхша. Вы скажите ему мягкое слово, то есть вы по-доброму, мягко призывайте его, возможно, он опомнится или хотя бы устрашится, хотя бы испугается и оставит ту зулму, которую он совершал. Также можно привести из жизни сподвижников, когда был такой сподвижник Мус'аб ибн Умайр, радiyallahu анху, он отправился в Медину, чтобы людей призвать к исламу. И один из жителей Медины, последующим человек, который стал сподвижником, ему очень не понравилось, что этот человек пришел призывать их к исламу, что молодые люди идут за ним, меняют свою религию, оставляют язычество, принимают ислам. Это ему не понравилось. Его звали Усайд ибн Худай. И этот человек, разозлившись, он пошел и начал его ругать. Он пошел с оружием и начал его пугать: я тебя убью, если ты это дело не прекратишь, если не оставишь людей в покое.
Тогда этот сподвижник Мус'аб ибн Умайр, радийаллаху анху, он вежливо, мягко сказал ему: не лучше ли тебе сесть вот здесь и послушать нас? Если тебе это понравится, то ты примешь ее. Если не понравится, можешь просто отказаться, уйти. Этот человек согласился. Он подумал: давай-ка я сяду и послушаю. Если они что-то плохое будут говорить, я обязательно там убью его. Он сел, послушал, и этот человек, Усайд ибн Худайр, который хотел убить этого Мус'аба, в итоге он с этого места встал, будучи мусульманином. Он послушал его, за то, что он мягко, вежливо сказал, он его послушал, ему понравился ислам, принял ислам и стал мусульманином и ушел. Вот так влияет на человека вежливое, доброе слово. А если мы бы грубили бы, мы бы его ругать начали бы, начал он с ним воевать, он мог бы его убить. Убил бы, он стал бы, умер бы кафиром, попал бы в ад. Но он ему мягко сказал, вежливо сказал, что стало причиной тому, чтобы этот человек принял ислам. А наша цель какая? Не то, чтобы всех противников истребить, и чтобы только мы остались здесь. Нет, наша цель какая? Чтобы те люди, которые ислам еще не приняли, наша цель, чтобы они приняли ислам. Те люди, которые находятся на неправильном пути, наша цель не истребить этих людей, не выгнать их, наша цель этих людей привести на правильный путь. Поэтому мы должны, во-первых, все делать сознанием, призывать к тому, что мы знаем, показывать при этом свой хороший, праведный характер, нрав, чтобы наши слова не расходились с нашими деяниями, и мы должны быть мягкими. Конечно, когда человек призывает людей на правильный путь, он сталкивается с проблемами. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, при том, что он был самым знающим, самым красноречивым, самым лучшим, он 13 лет призывал мекканских курайшитов для того, чтобы они приняли ислам. 13 лет. И все равно только маленькая часть курайшитов приняла ислам. Это говорит о том, что мы очень быстро сдаемся. Мы выходим на дават, один-два вааза прочитали и хотим, чтобы все ислам приняли. Такого не бывает. Мы должны трудиться, стараться, терпеть и проявлять больше усердия с каждым разом, если мы хотим, чтобы люди принимали ислам, если мы хотим, чтобы люди с неправильного пути вставали на правильный путь. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, уже переселился в Медину, уже прошло 13 лет, как он делал дават в Мекке, потом, и только через год, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переселился в Медину, только через год жители Мекки стали мусульманами. Когда мусульмане завоевали Мекку, только тогда люди стали мусульманами. А все это время, 13 лет делал дават, и они, только маленькая часть принимала ислам. Это нам должно быть свидетельством тому, что бывает трудно, но мы должны это терпеть. Поэтому Всевышний Аллах в Коране приводит завещание, васият Лукману аль-Хакиму своему сыну, и говорит: бисмилля ар-рахман ар-рахим, я бунайя, аким ас-салата ва амур биль-ма'руфи ва анха аниль мункар, васбир аля ма асабак, инна залика мин азмин умур. О мой сын, говорит Лукман аль-Хаким своему сыну, ты выстаивай молитву, ты совершай намаз, ты призывай к одобряемому, к хорошему, предостерегай от запретного, васбир аля ма асабака, и терпи те трудности, с которыми ты будешь сталкиваться. В любом случае, человек, призывающий на правильный путь, человек, призывающий к хорошему, сталкивается с проблемами, сталкивается с трудностями. Их нужно преодолевать, их нужно терпеть. Все пророки, были пророки, которые сотни лет призывали людей к исламу. Сотни, вот пророк Муса, алейхиссалям, пророк Нух, алейхиссалям, они сотни лет призывали свой народ к исламу, и все равно не все принимали. И все равно не все принимали ислам. Это нам должно быть свидетельством тому, что бывает трудно, но мы должны проявлять терпение, делать сабру.
и не прекращать свою работу. Вот представьте себе, любой человек сегодня, если захочет какой-то бизнес организовать, стать богатым человеком, он что делает? Он сталкивается с трудностями. Ему нужно открыть магазин, ему нужно там туда заплатить, сюда заплатить, там деньги найти, здесь деньги найти, с кем-то договориться, кому-то заплатить. Очень много работы нужно сделать для того, чтобы маленький магазинчик открыть. Но и человек все это делает, все эти трудности преодолевает, открывает свой магазинчик. Теперь ему дальше нужно работать, мало кушать, много работать, для того, чтобы этот магазин становился больше и больше, чтобы давал больше доходов. Это тоже он преодолевает трудности, работает, в итоге у него может образоваться большой, огромный супермаркет, который будет давать огромные доходы. Но человек для того, чтобы какой-то супермаркет получить, он такие трудности испытывает, всю жизнь на это тратит. А для того, чтобы получить миллиарды раз больше, чем этот супермаркет, в ахирате, он ни шагу не делает. Это говорит о том, что у человека иман слабый. Нужно каждому человеку, если ты изучил какие-то знания, тебе нельзя эти знания для себя оставить их у себя в голове, у себя в сердце. Я буду совершать намаз, я буду соблюдать пост, буду давать закат, совершать хадж и все. Так нельзя оставлять. Каждый человек, если он получил знания, значит он взял на себя ответственность эти знания до других людей довести, призвать людей на правильный путь. Каждый человек должен себе эту задачу перед собой поставить. Я в своей жизни хотя бы одного человека приведу на правильный путь. Если одного привел, давай-ка я 10 человек приведу. И вот таким образом человек должен призвать людей к исламу. Вот один мусульманин, праведный мусульманин, отправился в Африку, там, где нет мусульман, там, где люди еще, можно сказать, дикие, отправился туда, просто он там открыл такую маленькую больницу, клинику. И из-за этого человека, из-за этого простого доктора мусульманин, праведный, из-за этого человека 50 тысяч африканцев приняли ислам. Почему? Потому что он делал свою работу, он просто лечил людей, но при этом он не забывал призывать людей к правильному пути, призывать людей к исламу. Показывать на своем примере, как хорошо быть мусульманином, какие хорошие бывают мусульмане. Человек, мусульманин, он должен в первую очередь своими поступками, своим характером, своим амалом показывать, что он мусульманин, а не словами говорить. Очень большая проблема на сегодняшний день, когда особенно молодые люди хотят делать да'ват молодым девушкам. Столько всего молодых мужчин, парней, братьев по вере вокруг нас, мы им слова не говорим. И каждый день мы заходим в интернет, ищем там красивых девушек и хотим да'ват делать. У этого человека нет цели делать да'ват, у этого человека есть цель познакомиться. И чтобы ты ей понравился, ведь каждая девушка нравится человек, который праведный, такой хороший мусульманин. Всем нравится такой, всем девушкам такой нравится. Он хочет себя таким красивым, таким хорошим, праведным показать, чтобы ей понравиться. А не для того, чтобы да'ват делать. Человек, которому нужен да'ват, он не будет в интернете искать девушек, им да'ват делать. Он будет там искать мужчин, парней искать, им делать да'ват. И если, например, приходится делать да'ват девушкам, то это нужно делать не наедине, не в личных переписках, а в общем. Читать какие-то, например, уроки, читать ва'аза, или какие-то определенные женские уроки ставить, то, что необходимо знать каждой женщине. Вот так делайте да'ват женщинам. А в личных беседах, в личных переписках этого не надо делать. Это ни к чему хорошему не приведет, это не будет вашим да'ватом, это будет вашим общением. Какие бы вы себе там отговорки не искали, что вы да'ват делаете, это ваше общение, это ваш не да'ват. Поэтому давайте, дорогие братья, каждый человек для себя поставит задачу, цель, призывать людей на правильный путь, делать насихат, амру биль ма'руф, ва нахи аниль мункар, и тогда мы, иншаллах рахман,
в судный день будем находиться вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, с подвижниками и всеми теми алимами, которые призвали нас к хорошему. Да сделает нас Всевышний Аллах из таких сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям.